Дорогие дамы и господа, мы идем далее. Представляем бойцов легкого дивизиона EFC. Боец в синем углу октагона. Ему 21 год. Он из Узбекистана, город Наманган. 2 боя, 1 победа и 1 ничья. Тренер Азизбек Миркомилов. Спортклуб Осака Гладиатор. Мастер спорта Узбекистана по вольной борьбе. Фахриддин Хошимджонов. Его соперник в красном углу октагона. Ему 21 год. Представляет Кыргызстан, город Бишкек. Это его профдебют. Тренер Фарух Абдуджабаров. Спортклуб Чашкуч. Кандидат в мастера спорта Кыргызстана по боксу. Марсель Абдимиталифов. Бойцы на середину. Что ж, друзья, спасибо коллеге Нурзаману Дилошбекову. Прекрасный талант, оказывается, раскрывается у нас здесь в лиге, между прочим. А этот парень, если что, является нашим официальным мобилографом. Все видео, которые видите в Инстаграме, это вот Нурзаман Дилошбеков, собственно, и делает. Красавец. Ну, ждем еще, конечно же. А сейчас, тем временем, очередной поединок. Фахриддин Хошимджонов. Парень действительно очень опытный. Он 2 поединка своих провел в нашей лиге. Ну, 2 боя. Один раз он победил, один раз была ничья. Очень жесткие бои он проводит, реально. Хоть он и вольник, да, видите, как, собственно, в одну ногу проходит, но тем не менее он в стойке умеет драться. Но против него сейчас бьется кандидат в мастера спорта по боксу, поэтому он решает все-таки особо судьбу не испытывать, и поэтому проходит в партер. Да. Хочется здесь отметить пару слов про Марселя. Ну-ка. Абдимиталипо, который является представителем спортивного легендарного клуба Джашкуч. Тренируется под руководством Фаруха Абдуджабарова, является кандидатом мастера спорта по боксу. И еще один важный момент, Бексултан, я бы это хотел заметить, он является финалистом UFC Contenders. И вот, удушающие, можно сказать, в стойке проводят. Что же, получится? Это сложнейший просто прием. Очень сложно. Затекают руки у Марселя. Терпит пока этот натиск Фахриддин. О, но все-таки разрывается захват. И бойцы снова в этом положении. Да, весь покраснел, аж бордовым стал Фахриддин. Это профессиональный дебют у Марселя. Этот поединок. Но в UFC Contenders он провел хорошие поединки. Я напомню, друзья, что кроме номерных турниров UFC, также у нас существует Лига Contenders. Это молодые ребята, даже девушки, юноши, дети. То есть это во всех возрастах. По грэпплингу проводятся схватки, по ММА. И недавно провели первый турнир. Ну, в целом, конечно же, это отбор в основную лигу. И вот Марсель показал себя очень хорошо. Его отобрали в основную лигу EFC. Прекрасная, конечно же, практика. В этом году, я думаю, что еще проведутся турниры Contenders. Да, действительно. Contenders под номером 2 у нас по плану в феврале месяце этого года, в конце февраля. И я хочу заметить один момент. То, что результаты финального поединка боев по UFC Contenders заносятся в официальный сайт Topology. Так что это реально возможность для ребят, для молодых бойцов уже начать свой путь в профессиональном ММА с Лиги Contenders. Поэтому всех приглашаем, кто спортивные клубы, тренеры, кто хочет заявиться. Пишите нам, участвуйте в Лиге UFC Contenders. Да, действительно сложно другим организациям занести в этот сайт мировой портал Topology результаты любительских поединков, как Аман Теурс, начинающих бойцов, любителей. А любительская составляющая, любительский багаж, это имеет огромное значение. Да, конечно. Так что это действительно большая возможность для бойцов. А у нас тем временем бой проходит в партере. Фахриддин Хошимджонов особо не работает в этом положении. Он просто позицию удерживает, контролирует бедра своего соперника. Вот сейчас правой рукой наносит удары.
Фахриддин высокий парень, 187 сантиметров, то есть почти 1,90 м при весе 70 килограммов. То есть у него реально антропометрия, она превосходит многих легковесов. Мало таких легковесов. Можно сказать так, атлетическое телосложение у Фахриддина. Да. Красавец. И очень такой, он активный. Он постоянно проводит поединки в этом году. Ну, то есть в прошлом году в заключительном карде EFC в Аше он также бился, помнится. И еще один слэм в исполнении. Амплитудный Да, такой да, красивый. бросок в исполнении представителя Узбекистана. Очень мощная работа. Исполнение Фахриддина Хашимджонова. Да, напомним то, что боец, то, что сверху работает, это узбекский боец. Наш боец — это кандидат в мастера спорта по боксу. Но уже по любителям у него есть база. Последние секунды. Время. У нас тут спрашивают, где проходит этот турнир. Я напомню, друзья, что это дворец спорта имени Каволу Коджамкула. Это город Бишкек. На Толокмулу находится. Так что мы можем вас всех снова и снова пригласить в спорткомплекс. Время еще есть до главных поединков. В целом, если вы в городе, конечно же, можете посмотреть. Ну и также напомню то, что мы находимся в прямом эфире канала EFC Тартемаш. Призываю вас, конечно же, подписаться на наш телеканал, подписаться на наш канал, поставить комментарии. И какой бой сегодня вы ждете больше всего? Давайте это. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки, чтобы больше людей увидели этот прямой эфир, эту трансляцию. Ведь мы с вами вместе хотим развивать ММА и спорт в нашей стране. Лига одна это не может сделать, только лишь с помощью наших болельщиков. Поэтому давайте вместе поднимать наш ММА. Да, действительно, Бексултан, всем нужно сплотиться и взяться за этот вопрос. Я думаю, у нас очень перспективные молодые ребята, которые Бойцы на середину. могут показать себя в мировых больших аренах. Наставления получили от своих тренеров и секундантов бойцы на второй раунд. Второй раунд. Пропускает вот здесь левый чек-хук. Боец из Узбекистана. Снова проход. Очень высокий захват сейчас берет Фахриддин Хашимджонов. Такая чистая работа, что-то похожее на крыс-грёщ. Борьба на поясах. А вот теперь пускает руки вниз. Берет захват одной ноги. Поднимает, смотрите, снова Фахриддин. Стоит на месте, держит равновесие сейчас. Наш боец Марсель Абдимиталипов. Неплохо. Сейчас держит. Заметьте, этажами работает Бексултан, представитель Узбекистана. То плавно переводит, старается перевести соперника, то обратно переключается в стойку. Вот такой вот план на этот поединок взял Фахриддин. Я помню, предыдущий бой он бился в стойке, да, и там была ничья. Не помню. Поэтому решил, конечно же, в свою стезю забрать своего оппонента, в борьбу его вмешать. Ну и болельщики начали скандировать имя Марселя, друзья. Да, болельщики Марселя, болельщики Кыргызстана бурно, активно поддерживает местного бойца Марселя Абдимиталипова. Не разрывает захват вообще Фахриддин. Очень долго стоит, мне кажется, рефери уже может даже бойцов уже разнять. Мол, прям реально долго стоят. Марсель вообще не дает. Нельзя держать сетку. За это, вы знаете, что даже балл снимают. Если в попытке соперника перевести бой в партер, держишь сетку, там желтая карточка это сразу. Там без предупреждения. Так что
В углу Марселя секундирует Фарух Абдуджапаров, бывший сам боец, представитель спортивного клуба Джашкуч, ныне является тренером спортивного клуба Джашкуч Бишкек. Почему-то рефери не спросил, готов ли бой продолжить Марсель Абдимуталипов. Хотя это нужно было сразу же сделать и дать время восстановиться Марселю. Ну да, возможно, поспешил из-за натиска такого большого конкурентного боя рефери продолжить данный поединок. Да. Попал вот здесь хороший левый прямой. Да, Марсель. Два удара хорошо зашли у Марселя. Оба бордовые, у одного спина бордовая, у другого лицо одного цвета. А спина у Марселя это из-за того, что он активно оборонялся у сетки октагона. Да, на разрыв попадает Фахриддин. Хороший лоу-кик. Вот это да! Хороший удар. Мы видим кровь, Бексултан. Отлично! И Проваливает. хорошие удары. Это бокс. Не зря Марсель является кандидатом мастера спорта по боксу. Интересно, что он пошел почему-то в ноги. Интересно, зачем это он сделал? Не, но он слышит своего секунданта и тренера. Они подсказали, что нужно проходить. Да, действительно, они подсказали ему это. И сейчас он прекрасно слышит своего секунданта, как действовать дальше. Но я думаю, лучше было бы продолжить ему в стойке. Да, мне тоже так кажется, потому что он реально во всех этих разменах оказался победителем. Но угол решил, что нужно бой продолжать в партере. Потрясен был в определенной степени боец из Узбекистана. Сейчас он тоже восстанавливается, так что хорошо сейчас завязывают ноги соперника. Сейчас Марсель. Ну, хочется сказать, что спортивный клуб, бойцовский клуб Джашкуч популярен своим партером. Хороший. Заправляет ноги Марсель. И замок на спине. Да, нужно сейчас выгоднее позицию взять. Отсюда только, наверное, на твистер можно выйти. А, нет, все-таки взял захват. Есть замок. Сможет ли продолжить Марсель и довести до финиша этот поединок? Терпит этот огромный натиск боец из Узбекистана. Господи, Фахриддин стал не то что бордом, он розовым стал. Но выдержал. Вот это характер. Ну и раунд завершен. Да. Интересно этот получился второй раунд. И мы ждем третий раунд данного поединка, Бексултан. Да, интереснейший. Интереснейший бой мы смотрим. Давайте послушаем угол. Хорошая работа катманов в перерыве мы наблюдаем на данном турнире. Да, однозначно, у нас катманы профессионалы абсолютные. Да, у нас тут со льдом, с вазелином. То есть здоровье бойцов, оно внимательно наблюдается. То есть и врачи, конечно, врачи отдельно есть, целая бригада, и, конечно же, катманы. Приглашенный катман из Казахстана Терей Каримов ведет свою работу в синем углу. И в красном углу его коллега. Да, Сюрбек Бахтбекулу. Да, действительно, профессиональный подход на данный турнир. Время. Секунданты с октагона. Секунданты. Синий угол. Итак, третий раунд данного поединка. Да, друзья, и третий раунд будет максимально интересным. Давайте вместе с вами посмотрим его. Я очень жду начало этого раунда. Бексултан, Третий раунд. как вам вообще этот бой? Как вам этот поединок? Великолепный, великолепный бой, я смотрю, если честно. В стойке ребята размениваются очень хорошо. И в партере идет реально интересная борьба. В целом такой, да, действительно. Карт хороший составлен, честно.
бои интересные. Мы видим. Классная работа матчмейкеров. Здесь ничего не скажешь. Пары подобраны действительно очень хорошо. И нет реально таких мисс-матчей, да, где один выходит, просто избивает. Достойное противостояние. С первых боев мы это видели. Да, действительно очень хорошая работа Нурсултана, матчмейкера организации. Конкурентные поединки. Да, это очень важно. Я наблюдаю, что в некоторых лигах бывает такое, что привозят ребят для избиения просто, чтобы наработать себе рекорд. Это неправильно. И этим в определенной степени теряется смысл этого спорта, Бексултан. Да. Теряется смысл спорта, людям становится неинтересно. И я думаю, даже самим бойцам неинтересен такой турнир. Согласен. Так, Фахриддин Хошимджонов сейчас работает сверху. И Очень настороженно работают оба бойца, не хотят допустить определенную ошибку. здесь понимаете, да, то, что раунд, возможно, решающий. Я, честно говоря, пока достаточно близкий бой. Мы видим очень близкий поединок. И плюс-минус, возможно, этот раунд будет решающим. Поэтому нужно его забирать. Полностью с вами солидарен Бексултан, но, по моему мнению, более активным и более близким к победе по итогам второго раунда показался Марсель Абдумиталипов. Но если мы вспомним первый раунд, в котором залежал своего соперника Фахриддин Хошимджонов, я думаю, что первый раунд забрал узбек, поэтому если второй раунд забирает боец из Кыргызстана, то вот, возможно, третий раунд и есть решающий. Да, действительно это так. Но давайте оставим слово за судьями. Да, конечно же. Судьи очень важны сейчас, и их мнение будет, конечно, учитываться. Непонятно. Предыдущие поединки мы помним то, что один бой у нас до третьего раунда дошел, и когда оставалось 30 секунд, он завершился. Так что не будем особо спешить. Может быть, до судейского решения даже и не дойдет. Вот правой рукой сейчас работает Фахриддин Хошимджонов. Какой там урон получает Марсель, интересно. Пока мы не видим. Я думаю, что вы, зрители, больше сейчас видите, чем мы. Но активная работа есть, он работает в Халгарде. Да, очень долго уже лежат, конечно, и этот раунд пока что забирает полностью. Остается минута и 40 до конца этого поединка. Марсель Абдимиталипов находится на спине. Ему нужно выходить из этого положения 100%, потому что он отдает этот раунд. И учитывая, что есть еще и первый раунд, то он рискует отдать этот бой. Активность показывает сейчас Фахриддин, чтобы рефери не поставил бойца в стойку. И этим, видимо, он хочет завершить этот поединок. Да, вот последняя минута остается. Надо здесь что-то предпринимать Марселю. Попыток там забросить ноги на треугольник, либо активность работать на спине, какой-то вообще не видим со стороны Марселя. Он просто перекрывается. Пытался на ручной треугольник сейчас выйти Фахриддин Хошимджонов, но у него не получилось это сделать. Последние секунды. Нет, стойку ставить не будут. Сейчас болельщики хотят, что стойка, но в такой ситуации... Так, последние остались 30 секунд. Да, в целом, я думаю, что так и бой завершится. Досрочно ничего не будет. Десять секунд до окончания данного Время. поединка. Все, бой Время. окончен. Бой Да, окончен. действительно, красивый, интересный поединок мы с вами наблюдали на данном турнире между Марселем Абдимиталиповым и представителем Узбекистана Фахриддином Хошимджановым.
И какое решение примет судьи по итогам данного поединка, мы сейчас услышим. Дорогие дамы и господа, в этом поединке со счетом 29-28 единогласным решением судей победу одержал боец из синего октагона Фахриддин Хошимджонов.